Нет, вы прям крепко держите, чтобы амортизация, потому что удар. Мы же не Нормально? знаем, какая доска у вас. Может, она специальная. Она... Все? Готовы? Все будет Готовы? хорошо. Наверное? Держите? Держу. Только этот, Все, держите. все, прямо. Все. Вот. А, так ее. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәлеметсіз, қадірлі достар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». У нас сегодня прекрасный и интереснейший гость. Это президент Федерации Тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов. Встречайте! Добрый день, Дамир. Здравствуйте, здравствуйте. У нас в 2016 году в городе Казани прошел знаменательное такое событие. Чемпионат и первенство мира по Тхэквондо ГТФ. Вот вам привез я такие памятные медали. Это в смысле прям настоящие медали с чемпионата? Да. Первое, второе, третье. Ну, слушайте, Дамир, спасибо огромное. Это очень классный подарок. Спасибо огромное. Да. Ну и, конечно же, полотенце. Так. Вам на досуге, может, выходные дни там сходите в баню. О, Да, но спасибо огромное. Еще не все. Конечно же, я вам принес такой прекрасный торт. Тхэквондо, ГТФ, да. все написано. Попробуйте, угоститесь. Но мы сегодня обязательно попьем чай с этим, вам. обязательно. Дамир Халилов, президент Федерации Тхэквондо ГТФ России. Родился в Германии, в городе Потсдам, в семье мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Диляра Халилова. В школьные годы занимался греко-римской борьбой и стал КМС по этому виду спорта. В 90-е годы увлекся восточными единоборствами, начал заниматься тхэквондо. В 2011 году открыл и возглавил Федерацию Тхэквондо ГТФ в Республике Татарстан. В 2015 году избран на пост вице-президента Федерации Тхэквондо России, а через год ее возглавил. Дамир, ну, спасибо огромное вам за подарки. Что будем готовить сегодня, скажите? У нас сегодня будет татарское блюдо. Это печень по-деревенски Так, и овощи, гриль. с чего начнем? Ну, давайте, я вот предлагаю печень я возьму в свои руки, буду нарезать. Так, Ну, вам предлагаю заняться луком. прекрасно. Обожаю резать лук. Ну что, приступаем. Приступаем, да. Раскройте небольшой секрет, откуда этот рецепт, кто вас научил готовить. Ну, рецепт вот, очень простой, потому что печень у меня любит готовить мама. Так, Получается очень вкусно, и я думаю, сегодня мы это приготовим и попробуем тоже так же. все. Ну, на самом деле, это будет эксперимент такой небольшой, да? Вы ни разу не готовили еще? Я сам нет, я не готовил, но я видел, как готовят. Мы с вами справимся. Я верю в это, по крайней мере. Обязательно, Я- мы все сделаем. Да. А вообще, есть любите или нет? Покушать. Покушать, конечно, я люблю. Так. Покушать люблю, я люблю очень сильно мясо, Ага. овощи люблю, зелень очень сильно люблю. Так. Ну вы мясоед такой. Да, прям, я мясоед в этом плане точно. А из татарской кухни есть какие-то любимые блюда? Треугольники, пишпишмак, Так. балеш, Балеш. очень вкусно получается. Губаджи любите? Губаджи люблю, Все, очень вкусно. фейс-контроль пройден. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Руслан, вот примерно вот такими кусками мы будем нарезать. После того, как мы нарежем, их посыпем специями. После обваляем в муке и Так. потом пожарим. Скажите, пожалуйста, Дамир, ну вы спортсмен. Это факт. Заслуженный спортсмен. Как вообще пришли в эту профессию? Ну, вообще у нас спортивная семья, это Так. спортивная династия. Папа у меня заслуженный, легендарный борец. Он Так. мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Ого. В детстве я тоже занимался борьбой греко-римской. Угу. Дошел до кандидата в мастеров спорта. В свое время это еще СССР был. Так. Вот. Ну и, конечно, в 90-х годах, когда разрешили
заниматься восточными единоборствами, я пошел в секцию тхэквондо ГТФ. В смысле, а до этого было запрещено? Ну да, во времена СССР это было запрещено. Ничего себе, а я и не знал. Значит, Так. разрешили, вы начали заниматься тхэквондо сразу или нет? Или Нет, сначала какими-то я другими начал видами заниматься после греко-римской борьбы, начал заниматься тхэквондо ГТФ. Мне было примерно 14 лет. спорта? Так. Вот. После того, как прошло определенное какое-то время, я начал выступать на соревнованиях. Вот. Ну и, конечно же, в свое время стал чемпионом России, Мгм. чемпион Европы, чемпион мира. Сам я двукратный чемпион мира. Так. Мастер, Лучше с вами не шутить, я так понимаю, мастер особо. спорта, мастер спорта международного класса. Ого, ничего себе. Круто. Немного прервемся в разговорах. Так, вы нарезали. Да, мы сейчас их посыпем солью, перцем. Так, После этого мы дальше приступим уже. к обжарке. К обжарке, Так, да. ну я тогда включу, наверное, уже нашу сковородку. Ну да, сейчас это потому что быстро будет. А кроме тхэквондо занимались еще какими-то другими видами боевых искусств восточных? Ну, чуть-чуть попробовал походить в секцию карате. Так. Тоже это в 90-х годах. Вот, попробовал, ну, чтобы понять, что это такое. Ага. Но все-таки Ну и, тхэквондо да, вам оказалось ближе. Да, ближе понравился этот вид спорта, и поэтому как бы остановился на этом. Да. А смотрите, я сказал, что вот президент Федерации тхэквондо ГТФ. ГТФ что такое, скажите, пожалуйста? Переводится как Глобальная Федерация Таэквондо. Но вообще я бы хотел бы рассказать про таэквондо, как бы вкратце, да. Таэквондо есть у нас ИТФ, ГТФ и ВТФ. Так, ВТФ это у нас... в чем отличие? ИТФ, ГТФ это выходцы из Северной Кореи, ВТФ это Южной Кореи. Это олимпийский вид спорта. Таэквондо ГТФ на сегодняшний день у нас в России занимается 58 регионов. Мгм. Это уже о чем-то говорит. Да. Вот. Ну и, конечно же, на спортивной арене наш спортсмен занимает лидирующее место. Первое общее командное зачете, первое место занимаем. А в чем все-таки принципиальная разница, кроме страны происхождения, так скажем, ГТФ, ВТФ и ИТФ? Да, в чем отличие? Отличие это, конечно, в правилах ведения боя. Ага. Ну и, конечно же, для примера, там, ВТФ, это олимпийский вид спорта, бои идут в основном ногами одними. 95% ногами, 5% руками. Это Ну, ВТФ. В ВТФ, да. Так. Ну и у них нельзя бить в голову руками. А в нашем виде спорта разрешается бить руками и в голову, и ногами в голову. Интересно. Бокс руками, бокс ногами. Я буду передавать, Руслан? Да, Хорошо? конечно, давайте. А я вот тут. Ох, все уже Сейчас пойдет у нас нагрелось. процесс. Хорошенько. Так, а вы человек семейный, я так понимаю, да? Да, я человек семейный, у меня дети, дочь, Ага. 2 сына. Так. Кто-то из них пошел по вашим стопам? Сын, он с 6 лет у меня занимается, Ага. Адель. Сейчас ему 16 лет. Ну и, конечно, здесь уже в таэквондо 10 лет. Он кандидат в мастера спорта России, чемпион Европы, чемпион мира. У него черный пояс. А девочки? Девочки 7 лет, Самира. Ага. Она, конечно, ну, не занимается таэквондо у нас. А вообще, ну, в этом виде спорта девушки же, наверное, тоже участвуют, нет? Девочки занимаются тоже этим видом спорта, но, конечно, многие родители не отдают, так как, сами понимаете, это некоторые считают, что это слишком. Ну, знаете, Опасно, травмоопасно, зато да. некоторые родители отдают девочек в спортивную гимнастику, где, мне кажется, их ломают гораздо сильнее. Так, Дамир, ну смотрите, уже обжарилось, вот Ага. так вот. О, это уже все можно Хорошо. переворачивать Ага. и, я думаю, положить лук. А я пока буду делать заправку. Так. А, это мы потом ей заливать будем, да? Да, будем потом заливать. Все хорошо. Дамир, скажите, ну а вот сына вы сами тренируете или нет? Да, сына и вообще у меня было 2 группы детей, было около 120 детей, которые я тренировал. Но когда я возглавил Всероссийскую Федерацию, у меня со временем, конечно, стало туговато, и я вот эти 2 группы отдал тренерам. Одного тренера зовут Носков Дмитрий Павлович, и второго
Сукроп Ибрагимович. А папа у вас тоже тренирует детей? или Папа нет? у меня сейчас, конечно, он на пенсии, Ага. но в свое время он, конечно, 40 лет проработал тренером. Его зовут Халилов Диляр Хабибулович. Он мастер спорта СССР, чемпион вооруженных сил. Мгм. Вот, служил он в Германии, в спортроте. А вообще, я своим отцом очень сильно горжусь. В честь моего отца ежегодно проводит турнир в честь легендарного борца. Мгм. Вот. Это в Зеленодольском районе, потому что он в Зеленодольском районе родился. Ежегодно турнир, он собирает огромное количество борцов со всей республики. На следующий год ему исполняется 75 лет, и в честь юбилейной даты мы будем проводить такое грандиозное соревнование. Дамир, ну смотрите, у меня лук дошел до нужной консистенции, до нужного цвета, так скажем. У вас как там Я с думаю, заливкой? пора заливать. Как Давайте. раз я уже приготовил. Отлично. Масса такая получилась. Оп. Вот, передаю. Всё. Ну, есть какие-то волшебные слова, которые говорите, когда готовите? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Итак. Во. Опа. Вот красота какая. Уже Смотрите, слюни как- текут. Уже да. Сейчас мы это еще накрываем крышечкой. Это у нас немножко сейчас здесь потомится. И все будет готово. Да? Ну а мы пока прервемся на небольшую рекламу. Печень по-деревенски. Печень нарезали на плоские квадратные кусочки, приправили солью, перцем, обваляли в муке и обжарили с одной стороны на растительном масле. Когда одна сторона обжарилась, печень перевернули и добавили нарезанный репчатый лук. Как только лук слегка обжарился, печень залили яйцом, смешанным с катыком, и довели до готовности. Ну что, мы вернулись, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что вы смотрите «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов. Вот так. И мы готовим печенку по-деревенски. Но сейчас мы будем готовить еще гарнир печенки. Так. Это по-татарски называется пиште, томала пешкан, яшешенер. Да? Ну и овощи гриль. Да, Давайте так. если мы вдвоем сейчас все это быстрее нарежем. Я тогда грибочки возьму. Да, а у меня я здесь, какие у меня овощи здесь под руку попадаются. Дамир, ну скажите, пожалуйста, а чем вообще занимается федерация? Федерация тхэквондо ГТФ России, конечно, она занимается организационными всеми вопросами. Это в первую очередь организовывает соревнования, любые всероссийские и международные. И, конечно, мы взаимодействуем с Министерством спорта России. Благодаря, конечно, поддержке Министерства спорта Татарстана мы проводим такие грандиозные соревнования, не только всероссийские, но и международные. Я вот еще раз повторюсь, мы в 2016 году провели чемпионат мира при поддержке Министерства спорта Татарстана и правительства. В 2019 году, вот буквально в том году, мы провели чемпионат Европы. Ну и проводили уже несколько раз чемпионат России. А еще какие-то крупные мероприятия намечаются? В этом году, в 2020 году, в конце года, в начале декабря, будет у нас международное соревнование по Так. тхэквондо ГТФ. Где? Здесь, в Казани, да. Казань. Казань, да. При поддержке Министерства спорта Татарстана. Дамир, а вот во время того, как вы еще тоже выступали на этих соревнованиях, не будучи начальником, так скажем, были какие-то, интересные случаи? Может быть, забавные какие-то? Ну, забавные они всегда происходят, потому что все-таки спортсмены, они все разные. Ага. Я был 2 раза в составе сборной России. Так. Забавные истории были у нас и на сборах, когда проходят спарринги, к примеру, там, да, мы постоянно меняемся, да, с разными спортсменами, чтобы для обмена опыта. Ну, и, соответственно, бывало так, что мы попадали в спаррингах с девчонками стояли. Когда я первый раз встал в паре с девушкой, Она вас победила, нет? я не знал, как ее ударить. Девчонка такая бойкая была, она меня все бьет и говорит: ну что ты, Дамир, стоишь, бей, бей, говорит, и начинает меня разодоривать. Но я так и не смог ударить. А на соревнованиях был какой-то бой, который вам запомнился? Когда я выступал на чемпионате Европы в Италии, попался мне сильный соперник из Италии. Вот, бой достаточно был сложный. Так. Ну и в 2011 году, помню, я на чемпионате мира в Шотландии тоже бился с киприотом.
с греком. Достаточно тоже сложный бой был. Но вы выиграли или нет? Да, конечно, выиграл. Первое место занял. Ну, сейчас мы делаем заправку. Все это смешаем со специями и выльем эту массу сюда. Да, я чесночка немножко тоже вам намну. Дамир, скажите, а как вообще выбирается место проведения чемпионата или соревнования там, российского, международного? Ну, вообще, практика как показывает? У нас, получается, объявляется информация всем регионам о том, что на 2020 год каждая федерация может провести какое-либо соревнование. Так. Это, к примеру, всероссийские соревнования, Кубок России, Чемпионат России, ну и даже можно провести международные соревнования. Вот. Чтобы, к примеру, провести всероссийские соревнования или же окружные, это Приволжский федеральный округ, к примеру, там, Сибирский федеральный округ, ну, это, к примеру, говорю, да, пишется письмо в федерацию, и если никто не заявился на данное какое-то мероприятие, например, на Кубок России, да, то, конечно же, этот регион, соответственно, он будет проводить. Но если заявляется несколько регионов на данное мероприятие, то, конечно же, те регионы должны отправить презентацию о данном мероприятии, полную информацию, вплоть до баннеров, какие будут медали, проживание, питание, ну, чтобы все было как бы... Ну, то есть есть какие-то некие условия, которые они должны создать для спортсменов, для всех. Да. Ну и, конечно же, у кого презентация будет лучше и условия будут лучше проведения, тот регион получает право проводить данное мероприятие. Что мы вообще туда намешали, в эту заправку? Ну, мы сюда налили оливковое масло, красный перец и орегано. Орегано это на трюшке. Душица. Душица, да. Все, ну и соль, и перец. Да, вот вообще, и соль, и перец. Все, давайте будем заливать, перемешивать. Какая у нас там фраза? Все будет хорошо? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вообще, в идеале, конечно, это еще должно немножко замариноваться и настояться, но у нас нет времени, поэтому мы сделаем прям так. Мы сейчас все это, да, вот сюда на противень все это выкладываем и тут же все это перемешаем, да? Чтобы было у нас все вкусненько и хорошо. Оп. Красота. Все, мы справились. Мы справились. Вот такое вот здоровое сегодня у нас блюдо получается. Ну, это же здоровое питание, да? Да, очень вкусно, во-первых. Очень Зелень, полезно. клетчатка. Очень полезно для организма. Хорошенько все перемешаем это. Так, Дамир, так как у меня все-таки руки уже будут в масле и в приправах, то отправить противень в духовку, это уже все, хорошо. Функция ляжет на вас. Вы не против? Нет, не против. Мы же в команде работаем. Мы работаем в команде. Так, все, готово. Ну что, отправляем сейчас все это в духовку, в разогретую, примерно на полчаса. Ну и, как говорят, все будет хорошо. Да. Оп. Закрываем. Все, друзья, совсем скоро все у нас приготовится, и мы уже будем все это с удовольствием пробовать. Овощи-гриль. Из растительного масла, чеснока, соли, перца, паприки и сушеного базилика приготовили маринад. Все овощи нарезали произвольными крупными кусками, полили подготовленным маринадом, хорошенько перемешали, выложили на противень и отправили в духовку на 20-25 минут. Дамир, ну что, у нас все готово. Смотрите, какая красота у нас получилась. всё Просто аппетитно. ароматная вообще. Чувствуется, да, запах такой идет. Будем пробовать? Давай. Будем пробовать, давайте. С удовольствием, с удовольствием. Так, печеночка наша. Такая мягкая, да, тоже. мягенькая, которая, она пропиталась еще, кстати, Да. вот этой заправкой, Да, да, да. кипятком. Так, и овощи. Вообще Овощи мягко, очень обязательно вкусно. нужно. Так. Ну, ребят, это просто великолепно. Вообще. Это шедеврально просто. Фантастически. Супер легкий рецепт, но такой вкусный. Спасибо вам огромное за то, что Вам поделились спасибо. От души вообще. со мной вкусно. этим прекрасным рецептом, со мной и со всеми нашими зрителями. Дамир, спасибо вам огромное. Еще раз огромное вам спасибо. Спасибо Сережа, большое. было очень приятно с вами сегодня здесь Очень находиться на приятно, этой спасибо кухне. Но
У меня один вопросик остался. Я его так стеснялся задать, честное слово, но я все-таки не удержусь. Скажите, а вы можете доску разбить? Ну, конечно, могу. Я в свое время разбивал, когда участвовал в соревнованиях. У нас даже есть такая дисциплина, Так. называется кёкпа, разбивание досок. Как? Кёкпа. Кёкпа. Так. И вы какие-то там специальные доски или нет? Есть доска определенного размера, 30 на 30. Ага. Вот. И, конечно, их устанавливают. Кто разобьет большое количество досок, тот занимает одно первое место. Второго, третьего нет. Ого. Ну, а вот такую сможете, нет? Вот у нас тут есть такая дощечка, вот, которой мы не пользуемся. Ну, вы меня удивили. Вы специально приготовили? Нет, откуда ж... Нет, реально не специально. Это же вот такая для готовки доска, но нам ее не жалко. Сможете разбить или нет? Не вопрос, если не жалко вам доску. Нет, не жалко. А что нужно делать? Как надо правильно Так. держать? Держим доску вот в таком положении, Ага. как опору, да? Так, вот сюда. Так. Да, руки вытягиваем прямо. Ни в коем случае не согнут, чтобы Ага. амортизации не было. Так. Ну-ка. Так. Пальчики чуть-чуть. Упор сюда. Да. По центру. Часы снимем. Часы надо снять. Жалко. Жалко. Мальчика не жалко, часы жалко. Да, Так. и чуть-чуть. Да, вот надо делать упор и чуть-чуть пальчиками так придерживайте, все. Вот так держим. Нет, вы прям крепко держите, чтобы амортизация, потому что удар. Вот. Мы же Нормально? не знаем, какая доска у вас. Может, она специальная. Она... Все? Готовы? Все будет Готовы? хорошо. Наверное? Держите? Держу. Только этот, Все, держите. все, прямо. Все. Вот. А, так ее. Ну, Дамир, ну это... Ого! Это не подстава, друзья, это реально доска, которая у нас здесь была. Слушайте, она прям сломалась вообще. Это было очень круто. Очень круто. Я думаю, что вот на этой классной ноте мы можем закончить сегодняшнюю передачу. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. Друзья, это были секреты татарской кухни. Не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. До свидания. Саубодас. Спасибо. Приходите заниматься таким красивым, динамичным видом спорта, как тэквондо ГТФ. И вы научитесь делать вот так. Капец. А кто заплатит теперь за это? Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.